Ну, в принципе, Поздравления, шхат охитаж банаха, дякую буас. Исторически, голуб хазвайтаган ситуации, войдут до хам осветить венверсу, но правовой предисловие сич вагваться аж пяхся бахки замик духа хайо геса. В непростой борьбе депутаты Верховного Совета от репрессированных народов приняли нормативно-правовой акт, воплотивший идею исторической справедливости, равноправия всех народов Российской Федерации, закон о реабилитации репрессированных народов, который детализировал положение Декларации Верховного Совета СССР от 1989 года о признании незаконными и преступными актов против народов, подвергшихся насильственным выселениям, обеспечению их прав, и Федерального закона о реабилитации жертв политических репрессий от 1991 года. Под реабилитацией репрессированных народов понимается, в правовом аспекте понимается признание и осуществление их права на восстановление территориальной целостности, существовавшей до антиконституционной политики насильственного перекраивания границ, на восстановление их национально-государственных образований, сложившихся до упразднения, на возмещение ущерба, причиненного государством. Реабилитация предусматривает и возвращение народов, согласно их волеизъявления, в места традиционного проживания на территории Российской Федерации. Надо признать, что уже через год российские власти продемонстрировали декларативный характер, грубое пренебрежение положениями собственного закона. Так, ровно через год после принятия закона, 26 апреля, вводится чрезвычайное положение в пригородном районе, под прикрытием которого создаются вооруженные незаконные осетинские формирования, гвардия, ополчение, осуществляется убийство и похищение граждан ингушской национальности, готовится операция по этнической чистке Владикавказа и района. Именно российские войска с применением армии, авиации, бронетехники обеспечили изгнание граждан ингушской национальности, захват заложников, уничтожение 13 из 16 населенных пунктов, уничтожение более 3600 домов тех людей, которые ранее подвергались репрессиям. Этнической чистке подвергло 65 тысяч населения пригородного района. Нельзя не согласиться с мнением известного европейского исследователя Хантингтона, что это была первая операция по этнической чистке в Российской Федерации. Следующим актом новой России стала Первая Чеченская война, названная наведением конституционного порядка в Чечне. Немцам Поволжья Борис Ельцин отказался в создании своей государственности, цинично предложив им поселиться в отравленном полигоне Капустин-Яр. Позже практически полностью были вытравлены из Краснодарского края турки-месхетинцы. Не были восстановлены административные границы муниципальных образований балкарцев, что до сих пор создает напряженность. Не восстановлена территориальная целостность до сих пор
в Ингушетии и в Калмыкии. Проблема реабилитации репрессивных народов, по логике, она должна была стать краеугольным камнем концепции государственной национальной политики Российской Федерации, принятой в 1996 году. Увы, в тексте концепции ни слова не было об обеспечении территориальной целостности и безопасности народов Российской Федерации. Коррективы в концепцию государственной национальной политики России, внесенные в межведомственной комиссии в 2004 году, вообще ни словом не упоминают даже о наличии такой проблемы, как реабилитация репрессивных народов. Эта концепция благополучно канула в лету, а на ее место уже в 2012 году пришла стратегия государственной национальной политики. Увы, но и здесь не нашлось места проблемам реабилитации репрессированных народов и всему клубку противоречий, которые связаны с этими репрессиями. Стратегия декларирует направленность на активизацию всестороннего сотрудничества народов Российской Федерации, развитие их национальных языков, культур. Как это возможно, как же это возможно при полном игнорировании прав и интересов нескольких миллионов наших сограждан, репрессированных по национальному признаку? Как? По закону федеральный центр, как правопреемник Советского Союза, несший правовую, политическую, моральную и экономическую ответственность за репрессивные действия государства в отношении целых народов, он должен был своей властью, авторитетом, нормативно-правовыми актами, мощью государства обеспечить попранные права репрессированных народов и каждого из его представителей, потому что каждый из них пострадал. Однако, именно благодаря бездействию исполнительной власти, умышленно не создавшей механизмы реализации реабилитации и эффективные гарантии против рецидивов в политике государственного террора против малых народов, процесс реабилитации репрессированного народа оказался в глубоком кризисе. Этот кризис проявился в самых разных направлениях. К старым проблемам власть умудряется добавлять новые конфликты. Самовольно, деспотично, без учета мнения репрессированных народов, распоряжаясь их территориями. Народ только может распоряжаться своей территорией, не власть. Распоряжаясь нашим культурно-историческим наследием в горах. Как это было совершено в отношении ингушского народа осенью 2018 года. Когда же наш народ, возмущенный подобного рода беспределом, выходит на митинги протеста, требует не разборовывать бюджет нашего многострадального народа, вводятся силы Национальной гвардии из других регионов, усиливаются бронетанковыми частями по периметру границ, активистов подвергают преследованиям, возбуждают выдуманные уголовные дела, вывозят следственные изоляторы из соседних регионов, в том числе Северную Осетию, от которой и территориально, и морально пострадал наш народ. Федеральные каналы реализуют такую же информационную блокаду, как это было при этнической чистке в 1992 году, закрывая для обсуждения эти темы. Руслан, мало минутку. Поближе к историческому аспекту. Понял, сейчас. Я же просил заранее. Ага. Вот именно злостное неисполнение закона о реабилитации, оно и позволило спровоцировать вот эти новые репрессии, продолжать практику вопиющего вот этого неравенства, несправедливости, запугивая обывателей возможными, в кавычках, страшными последствиями исполнения закона о реабилитации, да? Апологеты геноцида забывают рассказать о реальных, страшных последствиях его неисполнения. Это саботирование территориальной реабилитации и, как следствие, геноцид, этническая чистка населения. Продолжающаяся и по сей день политика попрания гражданских прав, противодействие возвращению ингушей в свои дома,
циничный отказ в восстановлении нашей государственности в полном объеме и так далее, и так далее, и так далее. Нам кажется, что закон о реабилитации жертв политических репрессий в 1991 году умышленно, специально не был подкреплен пакетом законов, содержащих меры по ответственности за его неисполнение властными структурами и лицами управления этой страны. Статья есть, статья уже есть, давно это Пусть поговорят. Согласно статье 7 Римского статута Международного уголовного суда от 17 июля 1998 года, депортация или насильственное перемещение населения относится к числу преступлений против человечности, не имеет срока давности, влечет международную уголовную ответственность. В уголовном праве Российской Федерации депортация гражданского населения – это один из случаев применения запрещенных средств, методов войн и преступлений, предусмотренных статьей 356 Уголовного кодекса. Суда над Сталином, Берией и другими деятелями геноцида не было. Отсюда и возможность вот этим неосталинистам продолжать практику геноцида в отношении репрессированных народов. Говоря о проблемах реабилитации, нужно самокритично оценивать и деятельность правящей властной номенклатуры и в нашем народе. Они ведут себя так, как будто требование восстановления попранных прав или раскрытия правды о геноциде – это какое-то антигосударственное преступление. Все свидетельствует о том, что враги репрессированного народа в лице противника реабилитации не только находятся в чиновничьих кабинетах наследников сталинщины, но и в числе беспринципных руководителей вот этих репрессированных народов, отданных вместе с территориями, в кавычках, на кормление. Они продолжают свою безнравственную деятельность по блокированию реабилитации и созданию новых репрессий, отторжению земель и так далее. Главный вывод: не выработано никаких гарантий, чтобы не было повторения геноцида против наших народов. Руслан, Сейчас. Давайте подберемся, вы оставьте еще слово выступающим. Еще раз. Есть. Вот это повторение прав репрессированного народа, оно вылилось во что? Оно вылилось в дикую ситуацию, когда назначенное руководство репрессированного чеченского народа совместно с назначенным руководством другого репрессированного народа ингушского, оно без согласования с нашими народами, ни с ингушским, ни с чеченским, незаконно изъяло незаконными методами древнюю территорию ингушского народа. Какова же история этой территории, вот о которой мы говорим? Многие историки показывают и рассказывают массу документов, массу карт. Они у меня есть, целые блоки этих карт. Я хочу впоследствии опубликовать книгу. Вот карта, российская карта 1848 года, это до создания Ингушского округа в составе царской России. Вот здесь показано все территории, которые захватили не только сейчас, это которые были переданы в чеченские общества еще в 19 веке, они носят ингушские названия, они принадлежали ингушам. Это десятки хуторов здесь указаны. Вот представьте себе, что Бамут, который сегодня находится в Чечне, да, он здесь находится далеко на западе от этих мест. Место это называлось Галгай-Ари. Вот здесь указаны десятки хуторов ингушских. Умаха-юрт, Джумса-юрт, Зыгалы-юрт, Алла-юрт. Их было 12 или 14. Казах, Гичу и так далее, которые описаны немецкими исследователями. У меня есть документы по этим исследованиям. Там описана ситуация не на 1848 даже год, а на 1771-73 года. И о чем там говорится? Вот, например, если мы все повторяем вслед за Волковой ошибочные утверждения, что в Казах-Гичу жили и чеченцы, там, ингуши, там написано,
один исследователь пишет, в Казах-Гичугар, 1771 год, живут ингуши, а другой исследователь немецкий, в 1773 году пишет, в Казах-Гичу живут только ингуши. Откуда берут и Волковы, и другие исследователи эти материалы, которые потом тиражируются, разносятся и так далее. Это дело дальнейших исследований. Вот смотрите, если, например, взять этимологию названий вот этих населенных пунктов. Вот, например, возьмем Казах-Гичу. Если мы поднимем словари тюркских народов, ингушского народа, чеченского народа, русско-чеченский, русско-ингушский, выясняется, что название вот этого населенного пункта, указанного на картах в 1771 году, носит истинно, вот в районе Аллай-Ари, истинно ингушское название. Гичу это по-ингушски брод, а казак это свободный, вольный человек. Если мы читаем тюркские словари, там азат это свободный человек, а для обозначения вольного человека совсем другой термин. Аллай-Хани Ижмеля Юртыш. Аллай-Хани. То же самое с, например, населенным пунктом Бамут. Вот этот населенный пункт, вот попытаемся рассмотреть этимологию вот этих населенных пунктов в ареале равнины Аллай-Ари. Есть карты исторические, в которых в этом Аллай-Ари указано не только 12-14 хуторов. Почему я говорю 12-14, там на одних картах 14, на других 12, но там еще указаны и развалины. Вот на этой карте тоже, вот она чем хороша. Здесь показаны места развалин древних хуторов. Это Аллай, хутора Шаниш. Там, вот, например, селение Бамут, оно сложено из именно ингушских корней этимологических. Б это место, Мот это место, Б это войско, военный отряд. Кстати, это же подтверждал чеченский исследователь Сулейманов в своем материале. Такие же топонимы, такие же населенные пункты, которые и сегодня существуют, и которых сегодня уже нет, находятся по всему ареалу распространения кавказской, в скобках, ингушской культуры. Вот я вам могу сейчас зачитать. И в Осетии, и под Казбеком, Гелти, и Эрети, Кахети, Эмерети, Тушети, Хевсурети, Дукмети Гежиш, Сурхети, Ольгети, Магати. В таком же ряду стоят населенные пункты Балкарии, Кабарды-Карачая и в том числе Чечни, Бамат. Ца и цар, этимологии. Ца и цар, корень. Вот смотрите, Фома Иванович Гарипекин о селении Бамут и его жителях писал когда-то. Вот смотрите, можно, конечно, некоторые с усмешкой воспримут, историки там. Вы знаете, Фома Иванович Гарипекин 37 или 38 лет отработал, знаете кем? Он был он и егерем был, и лесоводом был. Он везде по населенным пунктам ходил, записывал предания, исследовал материалы от живых людей, которые там жили. Ихние рассказы, как обозначается какое-то село. Вот он пишет, что о селении Бамут и его жителях, что он писал. При археологических раскопках Вертепова, близ Урс-Мартана, чеченцы указывали, что раскапываемые могильники принадлежали жившему когда-то в этой местности народу Ани. Русские ингушей встретили в районе Назрани и Тарской долины, стали называть их Ангуш. Тарская долина называлась раньше Ангеште, как местоположение народа, а народ там живший Ангештхой. Из расспросов многих стариков ингушей, считающих себе жизни от 90 до 127 лет, некоторые подтвердили, говоря, что так назывались главным образом население, жившее в местностях Бамут, Ялхорой, Нашхой и в Тарской долине. И там, где вот Камбелеевка, и в этой стороне Мелбеха население Ангуштхой Алшан царя Шош. Это записано не сегодня, это Гарипекин исследовал это все. Вынужден напомнить о регламенте. Да, ага.
Старики местные сообщали, что народ, они, это указано в сборнике 2 с Угазикова Берснака. Вот смотрите, я сейчас закончу, если можно, чуть-чуть, чуть-чуть. Вот что пишет Гарипекин. Большинство собранных преданий по местоположению вот этих родов, да, большинство из них указывают как древнейшее место обитания горной местности Аква, Галай, Нашах, откуда произошли потомки ингушей чеченцев. Из Нашах в Галай и Акву по преданиям переселенцев не указывается. Предание собрать для ханцу. А из Галая, Нашаха в территории Чечни есть указания почти в каждом предании. Вот представляете, вот записывал эти предания, собирал материалы.